Так, мы находимся на площади Орджоникидзе, это одна из центральных площадей города Якутска. Здесь раньше было круговое движение, и поэтому из-за вот бетонного пятачка в центре площади эту площадь называли раньше старожилы пятак. А сейчас это полностью вот перестроили. Ну я понял, здесь вот раньше была остановка, и тут было кафе, Да, кафе-мороженое, да, что-то кафе такое. «Минутка». Там стояло старое здание аптека на первом этаже, его снесли. Тут стояла деревяшка, а вот здесь вот стояло кафе «Минутка». Но здесь получается вот прямо перед нами 4-й магазин. Это единственное старое здание с тех времен, которое, да, осталось, 60-х годов прошлого века. Да. Город начал активно застраиваться именно где-то в 60-е годы. До этого он был практически только деревянный. Каменные здания были единичные. А первое каменное здание было построено в 17 веке. Это здание казначейства одноэтажное. Его снесли уже. И вообще в нашем городе к истории относятся очень нехорошо. Старые дома сносят и новоделы делают. Так, еще вот 4-й магазин покажи. Раньше вот в этом 4-м магазине, где-то вот посреди здания, была арка, куда можно было через нее заехать во двор. Я арку вообще не помню. Арка была. Надо найти фотки старые, и покажу. И там как раз арка была, ее заделали потом со временем, и в единое здание магазин отключили. Вот типа вон той арки. Я как поняла. Там, как на Ленина 7. Вот типа вот этой вот арки. Ага. Не запретишь, проведи лето с самой лучшей корейской косметикой Тони Моли. Ярко и свежо. Фирменную продукцию Тони Моли приобретайте. Так, вот на этом месте в городе Якутске был единственный каменный туалет. Первый и последний. А рядом здание русского театра. Кстати, история есть про русский театр, потому что люди специально покупали билеты на спектакли, чтобы сходить в теплый туалет. Серьезно? Да. Но этот театр был построен тоже в 50-х, 60-х годах, насколько я помню. 50-е. 50-е годы. Да. Вот это вот остатки церкви, которая когда-то здесь стояла. Да, фото можно будет найти, потом приложить. Теперь на месте церкви у нас находится гостиница. Самая крутая в городе. Ну, я бы не сказала, что самая крутая, но говорят, что да, крутая. Не, ну Бручи-то нету. Хилтона нету. 4 звезды, да, по-моему, полярки? Ой, я не знаю. Это почти как турецкие 4 звезды, может даже похуже. Не Может, знаю, как мне китайские. кажется, это тут как-то это. Для Китайские. меня тройка с натяжкой. А кого тройка, двойка? Ну, тем более. Вот это вот у нас здание Алроса. Правильно я говорю? Да. Тоже советских времен, 50-е годы, да, по-моему, построили, судя по архитектуре? Нет. Это уже ближе к 80-м годам. Начало 70-х, 80-е годы построили. Как там? Производственное объединение Якуталмаз. После развала Союза он превратился в Алмазы России Саха. И вот здесь у нас идет именно отсюда торговля всеми алмазами якутскими по миру. Имейте в виду, самое главное место. Не, решалы-то сидят в Москве в Мирном, а здесь сидят технические работники. У них своя отдельная тут электростанция есть, своя котельная. То есть, когда, помните, в 2002 году был Да, энергоколлапс, да. когда отключился. Когда была авария на Грейсе, у нас город Сидел в часов на темноте. 5, да, где-то, наверное. Вот в этом здании Наверное, горел просто. светофор. Люди проезжали в автобусах и машинах и Была завидовали. давка, да, и очень. завидовали. На площади Ленина раньше находилось здание Большого базара, квадратное в сечении, то есть оно занимало всю вот эту площадь. И вот эти заплатки, это... Остатки старых домов. Нет, не остатки старых, ну там вот бугры выпучились, это столбы. Столбы от этого здания. Столбы вытащили и сделали такие заплаточки. Их очень хорошо видно. Так, вот этот бугорок. Бревнышко, которое, видимо, было основанием вот этого большого базара. И здесь в советское время, когда площадь перестраивали,
был найден клад сибирских монет. Видимо, кто-то из торговцев прикопал его и не смог достать. Забыл? И советская Ну, власть пришла и все. Нет, это Раскулачили. было, это здание было вот в 17 нет, в 18 веке, в 18-19 веке было самое большое и красивое здание города Якутска. А что с кладом-то стало? Складом он лежит в музее. Да? Да. Там кошелек нашли с сибирскими монетами. В Краеведческом музее можно посмотреть? Ну, наверное, да, он и должен быть там. А, но И- они там экспозиции Да, меняют. да, просто. да. И вот по этим заплаткам, по вот этим бугоркам, по столбикам можно примерно определить размеры здания и где, как оно стояло. Так что мы ходим по старому дому, скажем так. Да. Может, мы сейчас находимся в каком-то торговом павильоне, где продавали мясо. Да. Это следы старого Якутска. Следы старого Якутска. Так что у нас есть своя... Якутск вообще считается одним из старейших городов Сибири. Отсюда шло освоение Сибири, северо-востока страны и Дальнего Востока. Вот отсюда все экспедиции выходили вот на открытие Америки. Не открытие, а на освоение Америки. У нас тут Аляски. трасса Алсип пролегала, Да, ну, воздушная. это в военное время Да. самолеты перегоняли. У нас улица Ярославского и дом правительства номер 1, где сидит наш Илдархан, глава республики. Там, наверное, тоже столбики есть. Может, там стояли тоже деревянные здания. Площадь Ленина. Такие цвета красивые, посмотри, красный, желтый, зеленый, осень. Люблю осень в Золотая Якутске. осень. Так, Вот. вот сейчас мы находимся на территории Комдракмеда, комитет по драгоценным металлам. И вот в этом вот здании на 2-м этаже находится сокровищница Якутии, куда можно попасть только по записи. Там, где представлены все самые дорогие камни, добытые на территории. Сокровищница. Да, какие-то изделия ювелирные. Рассказывают, как вообще добывают алмазы. Про пиров рассказывают, спутники алмазов, как находят их. Пиропы. Фото, видео, пиропы. И фото-видеосъемка там запрещена, либо Добавки. там очень, да, какая-то сумма была такая не слабая, поэтому я там никогда ничего не снимаю. Тайком же можно снять. Ну, я не знаю, я как пионерка, Честная. да, я никогда не нарушаю правила. Ну, сейчас мы зашли на территорию парковки, тут забор Вот типа он какой. старый, вот тоже новодел башни. Еще Ну, одна вообще башня. воссоздано, получается, это. Старый город. Нет, острог. Вот раз, два, 3 башни, и между ними вот такой как тын из деревянных бревен Круги. сделан. И тут вот следы остатки старого города. Тут, видимо, какое-то небольшое деревянное здание стояло со столбиком. Большое. Нет, тут небольшое было. Небольшое. Ну, судя, смотри, по размерам-то, по диаметру. Нет, ну вот. Нет, я имею в виду диаметр бревен. Диаметр бревен-то вот Они же вообще же. почти полметра. Вот моя нога. Лиственничные, да, лиственница, которая не гниет. Кстати, в Венеции на лиственничных бревнах построена. М. Стоит. Смотрите, как она выступает. Потому что вечная мерзлота там все подтаивает, и эти вот Нет, она выпирает. выталкивают. Вот, кстати, вот остатки видны. А вот здесь бревно. Закопана. Может быть, там какое-нибудь захоронение. Не, захорони могилы, наоборот, проваливаются. Куча неровного асфальта. Ну вот, смотри, вот явно, вот пошло. Вот это угол дома. Ну да. Угол дома, вот видно же, да? Угу. И вон там вот тоже что-то вот. Вот Просто здесь когда, вот очень хорошо видно. да, просто когда начали застраивать Вот видно, город как выпирает. в 60-е и 70-е годы, об этом свойстве то ли не знали, то ли плюнули на это свойство мерзлоты и прямо поверх вот этих старых зданий сносили, что видно, а то, что под землей, оставляли и заливали бетоном. Фундамент. Да, заливали с асфальтом, закатывали в бетон, и потом все это дело вылезло. Вот, видишь, прямо вот все. И какое-то строение стояло хорошее. Центр города. Это оклад старинного дома. Вот смотри, толстая лиственница, которая не гниет, она использовалась для фундамента домов. И здесь получается, смотри, вот 6 столбиков. Тут, скорее всего, стояла угловая печь. Потому что
фундамент обычный мог не выдержать, поэтому специально столбики вкопали для того, чтобы она выдержала тяжесть кирпичной печи. Деревяшки, а вот это новодел, это бетон. Вот специально под старину сделали бетонные, как называется, вот эти плитка, Мгм. и замостили. А это деревянный. То есть это та Смотри, вот видишь? оригинальная мостовая, которая была, да? Нет, оригинальную все давно уже убрали. Или она, может, там где-то внизу лежит, на глубине полуметра. Улица Ярославского. Издание типографии. Сейчас здесь находится художественный музей. Вы какой-то вид, я посмотрел, фасада непрезентабельный. Бывшая типография имени Гагарина. Она в 90-е годы еще работала, насколько я помню. По-моему, в конце 90-х она перестала работать. Ну или вид был такой какой-то совсем заброшенного здания. Да, передали вот именно Национальному художественному музею. Теперь тут музей, культурное заведение. А сзади у нас есть наш глава республики. ТП-1. Дом правительства правительства номер номер 1. Это бывшее здание казначейства. Сейчас находится филиал художественного музея, картинной галереи имени Радыша. Здание, по-моему, 19 века, если не ошибаюсь. Но вот здесь вот ведутся археологические раскопки. Когда хотели построить сквер учителей, обнаружили, если не ошибаюсь, какие-то гончарные изделия. Поэтому строительство приостановили и устроили раскопки.